Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Знаковое событие ожидает Якутию сегодня. Оптическую линию связи запустят в селе Оленек. Решение из Якутии для железных дорог. Впервые якутские разработчики представят свои проекты в программе «Стартап-депо». Воспитание чувства ответственности и доброты у детей. Презентация проекта «Открытка добра» состоялась в республике. Сегодня знаковое событие ожидает Якутию. Запустят оптоволокно за полярным кругом в Оленекском районе. Оттуда волос будет протянуто дальше до села Желенда Оленекского улуса и села Соскыла Ханабарского района. Даст старт быстрому интернету глава региона Айсен Николаев. Также на мероприятии подпишут соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи в арктической зоне. Кроме того, Айсен Николаев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Оленекского и Венкийского национального района. Пренебрегать безопасностью ради коммерческой выгоды недопустимо. Так Михаил Мишустин сказал о массовых мероприятиях в период пандемии. Он подчеркнул необходимость соблюдения всех противоэпидемических требований при организации мероприятий в новогодний период. По его словам, в отношении организаторов, не соблюдающих предписания, будут предприняты административные меры. Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды – это недопустимо. Тем более, что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий. В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что по поручению главы правительства ведомством был подготовлен проект санитарных правил. По ее словам, во всех регионах страны введен обязательный масочный режим. Однако на сегодняшний день замедление роста заболеваемости отмечается в 3 субъектах. В стадии стабилизации показателя находится 58 регионов, и еще в 24 отмечается рост числа заболевших. Грамотное и четкое соблюдение всех требований в праздничные дни позволит сохранить ситуацию, не ухудшить ее и сохранить жизнь и здоровье населения, заявила Попова. Между тем, 217 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за сутки. Об этом на брифинге сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. В Якутске заболели 115 человек, в Мирнинском и Нерюнгринском районах по 9, по 7 случаев в Алданском, Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах. Еще в 21 районе выявили от 1 до 5 случаев. За сутки лаборатории республики провели более 3000 исследований на COVID-19. И необходимо обратить внимание, что на протяжении всего времени, если, например, сравнивать Мегино-Кангаласский и Намский район, то более дисциплинированный оказывается сегодня Намский район, в котором появляется возможность достичь и уменьшения количества случаев, и, соответственно, и сегодня и высвобождение коек, и более четкую стабилизацию ситуации. Мегино-Кангаласский район, исходя из своего территориального расположения, так ситуацию и не может урегулировать, ее стабильной назвать нельзя. Поэтому сегодня до сих пор продолжают быть заняты подинфекционные стационары, в том числе и интернаты учебных заведений, что, конечно же, не может не вызывать определенного рода вопросов. Тем не менее, это вынужденная мера, которую сегодня на территории Мегино-Кангаласского района применяем, исходя из того количества случаев, которые есть. Коронавирус беспощаден ко всем возрастным категориям, и дети не исключение. Так, в Алданском районе на карантин закрылась малокомплектная школа поселка Угаян. В дистанционной форме учебный процесс идет в отдельных классах 8 школ. Подробнее о количестве заболевших и принимаемых мерах расскажет Татьяна Вахнина. Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в Алданском районе не теряет напряженности. Ежедневно выявляется от 6 до 10 случаев. Имеют место как корпоративные, так и семейные локализации заболевания. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, на самоизоляции под медицинским наблюдением находится порядка 1000 человек. 94 пациента получают лечение в стационаре.
Вирус поражает представителей всех возрастных категорий. Заболевания среди детей также имеют место. По данным на 1 декабря, удаленно гранит наук грызут 8 классов в 8 школах. В последний день осени на карантин ушла малокомплектная школа отдаленного поселка Угаян. В остальных обителях знаний учебный процесс продолжается в очной форме. В режиме онлайн проходят внеурочные мероприятия. Так, 5 декабря завершается Всероссийская олимпиада школьников. Дистанционные интеллектуальные состязания проходят по 28 предметам. Мы буквально за полчаса высылаем задание. Допустим, в 12 часов все ребята, которые идут на муниципальный этап, садятся, выполняют, и затем работы отправляются в департамент. Минимизировать процент распространения ковидной инфекции призван комплекс мер. Часть организаций перешла на дистанционный режим. Сотрудники офисов, где продолжается личный прием, строят работу таким образом, чтобы не допустить образования очередей. Так, специалисты управления соцзащиты работают с клиентами по предварительной записи. На удаленные рельсы переведена работа отдела детских пособий. Все услуги оказываются, но по предварительной записи. За исключением детских пособий. Детские пособия у нас полностью сейчас переведены на прием документов на госуслуги, то есть посредством госуслуг, либо через МФЦ «Мои документы». Помимо соблюдения масочного режима проводится обеззараживание помещений. Посетителям рекомендована обработка рук. В коридорах установлены бесконтактные дезинфекторы. Меры безопасности, нацеленные на минимизацию процента распространения новой коронавирусной инфекции, принимаются повсеместно. Татьяна Вахнина, Алдан. Срок выдачи бесплатных лекарств больным COVID-19 продлят в России. Глава Кабмина Михаил Мишустин поручил подготовить проект соответствующего распоряжения. Председатель правительства обратил внимание, что для снижения нагрузки на здравоохранение надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами. Из 5 миллиардов рублей, которые выделены субъектам на лекарства, около 70% уже законтрактированы, отметил премьер. Он также сообщил, что использование медорганизациями средств медстрахования продлили до конца года, в том числе для погашения кредитов. А создаваемый в Якутии Всемирный центр «Мамонта» включили в стратегию развития арктической зоны. Создание Всемирного центра «Мамонта», а вместе с ним и развитие научного, культурно-этнографического и экспедиционного туристического кластера стало одним из основных направлений реализации стратегии в Якутии, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона. Так, планируется строительство современной исследовательской инфраструктуры для хранения и изучения палеонтологических находок. Основным структурно-функциональным объектом центра должно стать криохранилище останков в замороженном виде в нейтральной газовой среде. Отмечается, что это позволит существенно повысить эффективность использования фактологического материала. Впервые якутские стартаперы и разработчики представят свои проекты в программе «Стартап-депо». Мероприятие проводят Дальневосточные железные дороги совместно с венчурным фондом Yellow Rockets. В нашей республике стартапы поддержат венчурная компания «Якутия», «Технопарк» и Фонд развития инноваций. Они помогут участникам просчитать экономику проектов и выстроить диалог с топ-менеджерами Дальневосточных железных дорог. Разработчики узнают, как привлечь инвестиции от региональных и федеральных институтов развития. Также стартап-марафон пройдет в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Немного слышали здесь о серьезном развитии молодых технологических предпринимателей в области информационных технологий. Для российских железных дорог это приоритет, то, что мы тоже встали, как и вся страна и транспортная система, на путь цифровой трансформации. Мы много слышали о решениях в области роботизации, автоматизации процессов. И вот предварительный отбор говорит нам о том, что мы действительно здесь можем такие проекты встретить. Жители одной из мирнинских многоэтажек недовольны работой строителей. Вместо качественного капремонта люди получили затопленный подъезд и замороженные окна в нем. При том, что начало работ собственники ждали с нетерпением. Наши коллеги разбирались в ситуации. Вот когда топило крышу, вот у нас с 9 по 1 этаж вот такие вот углы все. То есть это самый такой более-менее. Все остальные только страшнее и страшнее. Желтые пятна на потолке, облупившаяся штукатурка – все это последствия ремонта на крыше.
Жители дома 50 лет октября 12/1 остались недовольны качеством капремонта. Недочеты нашли во всем. Например, на лестничном пролете подрядчики установили новые пластиковые окна. Но делали это в холодное время. Людей это сразу смутило. Ремонт должны делать летом, а не зимой. То есть, как бы вопросов нет. Хорошо, да, может быть, это отлично. Как бы нам этот ремонт, да, нужен. Как бы мы рады. Но просто дело в том, что в качестве этого ремонта, вот в этом вопрос. Просто потом, через год, через два, что из этого выйдет-то? По лестничному пролету вот окна поставили. Они глухие, не открываются. Каким образом мы будем проветривать подъезд? Я думаю, по проектной документации здесь стоят окна, которые открываются. Здесь нам поставили, наверное, самое дешевое, то, что нашлось. Петр Тащаев живет в многоэтажке с момента ее постройки. Говорит, именно халатное отношение строителей привело к печальным последствиям. 3 месяца лифты менять. Представляете, что это невообразимо. Сказали, пока крышу не отремонтируют, и лифт не пустят. Крышу отремонтировали и вот бросили все это во дворе. Дождь был, вот, и все затопило. Мы обратились к подрядчикам, но они отказались от комментариев. По словам коммунальщиков, ремонт должны были проводить в летний-осенний период. У них контракт был заключен 30 июня в этом году. На сегодняшний день часть работы они выполнили, это только поставили окна. Остальная навесная вентилируемая фасадная система перенесена для исполнения на 2021 год, потому что сейчас проводить в период низких температур данную работу не стоит, потому что должного качества там, наверное, не добьемся. Ремонтные работы в этом доме продолжатся и в следующем году. Комиссия примет объект только после полного проведения ремонта фасада дома. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Презентация проекта «Открытка добра» состоялась в республике. Стартовал проект в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Главная цель – это помощь детям с инвалидностью. Как сообщила директор благотворительного фонда «Харысхал» Ольга Захарова, первые полученные средства направят на приобретение новогодних подарков. В дальнейшем деньги будут направляться на поддержку инклюзивных проектов фонда. Основная идея «Открытки добра» – воспитание у детей чувства ответственности и доброты. Так проведен республиканский конкурс рисунков, в котором приняли участие более 250 детей со всей Якутии. Компетентное жюри отобрало 12 лучших работ для выпуска авторских поздравительных открыток. В рамках презентации прошло награждение победителей. Всем вручили памятные подарки и сертификаты. Я нарисовала оленя, горы и северное сияние. Бегущий олень, черный. А почему ты решила нарисовать его? Потому что я представила сразу, когда мне сказали этот конкурс северный. Я сразу представила оленя, который бегает на севере, и там как люди живут. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся на канале Якутия 24.